Ребята, как вы? У меня есть большая просьба от всего нашего завода. Оказывается, есть хитренькие люди, которые смотрят наш сериал, но не подписываются на канал. Почему не подписываетесь? Ұятымыз ба? Подпишитесь, несложно же. Долбан! Жұмыс қайда? Извините, вы это мне, что ли? Жоқ, кешіріңіз, Абзал. Ты! Как ты разговариваешь с директором, а? Равноправие деген союз нагреть etmesi? Шеф, извините. Нормально все, Бека. Слушай, ты заходи. Там охранники в курсе, хорошо? Я сейчас зайду. Поговори с этими дебилами, ё-моё. Турникет откройте. А вы кто такая? Меня здесь ждут, сказали, что вы в курсе. Ну вот кто ждет, тот пусть и выйдет и встретит вас. Директор завода, что ли? Извините, но меня не предупреждали. С небес спустись? Ты кто такой, чтобы тебя предупреждали? Охранник обычный. И я не думаю, что директор должен отчитываться перед тобой. А вот и сам директор. Готовься увольняться. Че, дорогая, все нормально? Че, он что ли директор? Это же фантазер же. Че? Долбан, ты не директорсың? Ты равноправие не путай тут, хорошо? Какой нахрен равноправие? Ты что себе нафантазировал там? Слушай, где твой напарник? Он на обед ушел. А что случилось? И потом, с каких пор ты тут главный, а? Слушай, ты позвони своему напарнику, он тебе объяснит все. Ты, походу, новенький, да, тут? Какой там новенький, Я здесь 10 лет уже работаю. Вот, не надо, Маран, 10 лет, оно много, хорошо? Ты лучше позвони своему напарнику, он тебе объяснит. Позвони, ё-моё! Что ты мне подмигиваешь, Что ты мне подмигиваешь, говорю? У меня чик я уже нервничаю, понимаешь, нет? Жан, ты что, не переживай так? Как не переживай, дорогая? Да нормально все. Сиди тут, ё-моё, 10 лет, оно много. Раван, ты чё? Это же наш директор, это шеф наш. Ты чё делаешь? И какой шеф? Какой нахрен директор, Ерла? Ты чё? Я тебе говорю, это директор. Сказали же, новый шеф. Что ты чё, не знаешь? такое, Бля, Ерла, мен дым түсінбедім, мен не болып жатырмын да. Я задолбал, потом обещаю, говорю. Шеф, простите, пожалуйста, это шеф наш. Проходите, шеф. Предупреди ему. Уволю нахер, Қазақтың балалары ғой. Шеф, простите. У вас так классно в столовой? Где все? А они уже покушали, я их распустил на работу. Работают люди сейчас. И вот вас всегда так кормят? Ну, не всегда, конечно. Но директорам иногда же можно же. Ни хрена себе, это что такое? Можно? Здрасте. Можно 2 пирожка с собой? Тамара Васильевна, а что это они стейки едят там? Сойтын, обедке без перловка емес, осындай стейк жейтін yok қайтпесе? Ну, давайте нам тоже стейки, там, витамины. Вот, смотри, человек не вырос из этого. А он худой вообще. Этот стейк кушает только директор. Ну и что, а он тут при чем? Он же не директор же. Так, взяли пирожки и идите отсюда. Блин, Тамара Васильевна, как без людей объедаете? Ой, объедаете, блин. Обделяете. А может, и объедаете просто. Все, все. Что так люди возмущаются? Слушай, дорогая, те, кто снизу, всегда возмущаются людям, которые сверху. Знаешь, каких людей не любят? Таких. Успешных, перспективных. Таких, как ты. Конечно. Давай лучше выпьем, а? Давай. Кстати, вино, вот наш. В Казахстане нету. Специально заказал. Для меня? Конечно. Ты всегда так балуешь? Вкус у него странный. Ну, это же вино же. Чем дольше стоит, тем она вкуснее. Где здесь уборная? Вот так прямо, потом направо. Тетя Тамара, что такое? Откуда взяли вино? А где я тебе сейчас вино купила? Нету? Так, чай, пай, морс, там, вот там, компот, там, короче, нормально.
Ну вы же отравите нас. Так не делается же. Да какой отравите, вы это каждый день пьете? Господи, о чем ты? Живы все здоровые. Да прям вкусно пей, морс. Ну вот, дорогая, снаружи я тебе показал завод. Пойдем внутри покажу. Салон. Это, кстати, наша охрана. Я тебе больше скажу. В администрацию президента легче попасть, чем к нам на завод. Ни одна мышь не пройдет. Дурспа? Я Дурс, Ахмед. Ну, я думаю, с таким директором, как ты, и охрана будет. Директор? Да, директор. Че, первый раз это слово слышишь, что ли? Вот именно не первый. За сегодняшний день второй раз слышу. В смысле второй раз? Я вообще рот закрой, а? Давай девушку пропусти. И не переживай то, что она без спецовки. Я лично отвечаю. Я как-никак директор, понял? А, директор. Все. Ну что ж, проходите, директор Мырза. Молодец, учит баласын Семаро. Пойдем, дорогая. Че там, ереке, тыныштық па? Мыналарға не болған? Сегодня все директорами хотят стать, прикинь. Айтпа, бәрі болады да. Біз ғой тек просто оқып қалған. Точно. Канский, смотри. Гитара для карликов. Вообще-то, это гавайская гитара. Была завезена на острова в середине 19 века. И называется она укулеле. Как? Укулеле? Укулеле. И что стоит? От 200 тысяч. Вы чё, охулели, что ли, здесь? Слушай, мы сюда пришли вообще по другому вопросу. У нас, короче, Кент, ну, он такой, музыкой увлекается, там, знаешь, в наушниках всегда ходит. Вот что ему подарить можно здесь, а? Ну, если он постоянно в наушниках, может быть, ему подарить хорошие наушники? Нет. Ну, если он вам так дорог, то вы можете подарить ему хорошие колонки, электрические инструменты, микрофон для звукозаписи. В общем, вариантов много. Слушай, может, ты так сделаешь, а? Какую-нибудь бумажку нам выпишешь, чтобы наш Кент пришел и выбрал все, что захочет. А, вам сертификат. Ты нас не понял, да? Он же говорит, бумажку нам выпиши, чтоб наш Кент пришел и выбрал себе, что хочет. Ну, это сертификат. Алло, укупник! Ты меня слышишь? Я говорю, на бумажку выпиши, чтобы наш Кент пришел и выбрал себе, что хочет. Медя, подожди, это, походу, это одно и то же. Хорошо. Вам на какую сумму? Бабки есть, не переживай. На 1200-300 можешь сделать. Смело. Молодой человек, у нас в среднем заказы делаются на 2-3 миллиона. Сколько? 2-3 миллиона. Сколько? 2-3 миллиона. Вы в кразисе укулеле уже. Медя, по идее, Кайра сказал, любые бабки даст. Главное, картину вытащить. Поэтому давай, оформляй там. Вы хорошие друзья, раз делаете такие подарки. А ты был хорошим музыкантом, укупник. Иди давай оформляй бумажку. 2-3 миллиона, ё-моё. Звони давай Кайре теперь, договаривайся. Охренеть. Вот, дорогая, это наша столовая. Здесь мы все кушаем. Давай, ты пока присядь. Я сейчас быстро. Спасибо. Сейчас я поговорю с поваром, хорошо? Здравствуйте, Айдар Каримбаевич. Как у вас дела? Да вот, как директор завода, привел девушку, чтобы показать нашу столовую. А что у вас с глазом? Тамара Васильевна, вы что, не можете мне подыграть, как будто я директор завода, что ли? Или завтра? И что завтра? Завтра здесь будут работать новые повара. Вам что, стейк или пасту? Вот это другой разговор, Тамара Васильевна. А что, у нас есть стейк? Ну, для директора завода у нас есть все. Ну тогда стейк. Хорошо. Проходи, дорогая. Вот мой кабинет. Тут, значит, мебель все старая, конечно, надо поменять. То все. Да нет, нормально. Только как-то пахнет странно. Кажется, не твой, да, парфюм? Это же парфюм старого директора же. Такой стойкий, блин. Я сейчас окошко открою. Слушай, вот, видел этот шкаф? И что с ним? Я же сделал. Серьезно? Да. Ты не перестаешь меня удивлять. Прости.
Все нормально? Нормально, нормально. Просто говоришь, вот здесь все старое. Блин, надо поменять как-то. Как он здесь сидит, ё-моё? Кто сидит? Я говорю, сидел. Да. Черный экран для директора завода и его девушки. Спасибо. Пожалуйста. Жан, чего, вас тут так кормят, что ли? Ну, я как-никак директор завода. Классно вообще. Морепродукты. Ни хрена себе. Ма. Давай, за нас. Здрасте. Марусин, это что за фигня? Айдар девушку привел. А я не про девушку, я говорю, что это у них тоже стейк, паста там вот это все. Вы какого хрена сюда ходите и ходите? Сіздің пирожкиіңізге тоймай қалып отыр. Бұл сол үшін қайта-қайта келіп отқан жоқпыз ба? Кончились пирожки. Идите нахрен отсюда. Короче, так, не бывает, я на голодовку сяду, ну его нафиг. Мама, урод, примерно 2 ай болды, сондай голодовка болып жүргенде. Придурок, я про другую голодовку говорю, пойдем все, до свидания. А, да? Идите отсюда. Приятного аппетита, мастер. Жан, а чего они тебя мастером называют? Ты же директор. Я не хотел тебе говорить, просто, ну, думал, не буду хвастаться. Наш завод по плану выполнял 300-350 тысяч тонн. А как я пришел, я сделал 3 миллиона. О, Да, и поэтому они меня мастер, ну, учитель, типа. Меня же. Жан, ты мне такой классный. Ну, я не только в этом деле мастер, и в другом тоже. А это мы еще посмотрим. Ну, все. Приятного аппетита. Все. Если он идет, идет. Ну! От матери другой. Может, хватит, жигитер? Ладно, не урчи. Мы же тебя порадовать хотим. Конечно. Самая лучшая радость для меня будет, если вы от меня отстанете сейчас. Че ты ноешь, братуха, ё-моё? Ты даже не знаешь, мы тебе хотим этот подарок подарить. Ну? Сколько можно, джигитер, говорить вам? Не нужны мне от вас никакие подарки, отвечаю. Ты же вроде музыкой, да, увлекаешься? Ну да. Короче, на. Сертификат, вот кадруги, чек, все есть. На 3 миллиона тенге в музыкальный магазин. И ты можешь взять на него все, что душа пожелает, понимаешь? В натуре. В натуре, в комендатуре. Помнишь раздевалку? Опа! Офигеть, пацаны, я не знаю, о чем, я не знаю, что сказать. Не надо ничего говорить, не надо. Это же от души, от сердца, понимаешь? Просто прими это. Блин, Рахмет, пацаны, это лучший подарок, который мне дарили. Лучший подарок будет, когда ты этот свой, как его, Джуз Грэмми получишь. Базара нет. Все, братан, кайфуй. Получай от жизни удовольствие. Что хочешь, то и делай. Я Трать буду бабки. тратить бабки. Рахмет, пацаны, Красавчик, от души. Конечно, родной, ты че у нас? Ты понял, Медиа? Он теперь в ловушке. Он нам сейчас 100 идей придумает за этот подарок. По-любому, братан. Я ему только что, когда сертификат давал, у него аж мурашки вот так пошли, прикинь. Даже у его мурашек мурашки были. Он, отвечаю, сейчас в шоке же, ясно? Даже его шок в шоке был. Вот. Ты совсем заработался. Вообще, как ты здесь со всем этим справляешься? Я горжусь тобой. Стараюсь работать. Здравствуйте, можно? Тебе что, блин, стучаться не учили, что ли, а? Выйди! Выйди, говори. Постучишь, потом зайдешь. Давай. У нас так-то. Да. Здравствуйте. Теперь можно? Да, говори быстрее. Давай. Давай быстрее, давай. Тут у меня договор с подрядчиками. Нужна ваша подпись, без вас никак. Да? Да. Сейчас, дорогая, минуточку. Да, блин, здесь ошибка же, ё-моё. Исправьте, идите. Все, убрать из договора, да? Все, извините. Одни дебилы работают у нас вот так. Сложно, конечно, сложно. Ну, ты же справляешься. Спасибо, Джан. Джан, ты это посиди, хорошо? В уборную схожу. Ты это, располагайся, давай, нормально все. Только, знаешь,
Ничего не трогай, хорошо? Хорошо. Мало ли там. Только давай недолго. Конечно. Дорогая, в общем, завод у нас большой, все показать невозможно. И долго объяснять, короче, пойдем ко мне в кабинет, я тебе сейчас его покажу. Ой, Жан, у вас так классно. Но что-то мне жарко. А знаешь, почему жарко? А почему? Потому что рядом с тобой огонь стоит. Дорогая, ты пока иди, я буквально через пару минут вернусь, хорошо? Хорошо. И мы покажешь мне то, что ты хотела. Жду тебя в кабинете. Все, давай. О, косячник. Мастер? Ну что сделаешь? Да, вот я работаю. Что-то живот заболел. А, живот заболел? Болеешь, значит, да? Да. А на вид не скажешь. Радостный такой, на удивление. Кстати, ты сегодня без косяков, молодец. Ну, старайся. Ты же знаешь, да, что мы на заводе должны все друг другу помогать. Да. Вот. Мне от тебя помощь нужна, а у тебя выбора нет мне отказывать. Понял? Без проблем. Что за помощь? Короче, я на завод девушку привел. Тебе нужно подыграть, типа, я директор завода. Ну, там, бумаги принесешь, типа, на подпись я подпишу, там, она, ну, ты вообще понял, да? Бля. Чё, бля? Ой, простите, мастер. Ну, я просто хотел у вас заранее попросить прощения, понимаете? Ну, короче, ко мне девушка приехала. И она думает, что я директор завода, и она сейчас в кабинете директора с вашей девушкой должны сейчас встретиться уже. Ты что, долбан натворил, а? Ты что, тварь? Мастер, я же не знал. Так, бездельники, что тут делаете? Шеф? Почему не на рабочем месте? Кто будет работать? Может, я вместо вас поработаю? А вы будете директорами. А? А, шеф, вы же сказали, что вы сегодня с женой будете. Да вот привел жену на завод. Хотел показать. Қалай жұмыс істейтінімізді көрсін. Она же еще думает, что у меня тут молодая секретарша. Как ваша жена пришла? Да вот кабинет отправил. Сказал, там ничего такого нет. А, нет, шеф, давайте лучше я ей завод покажу. Не надо, я же говорю, отправил в кабинет. О, блин, плохая идея. Почему? В общем, шеф, я заранее хочу у вас извинений попросить. А я перед вами. Жан, ты знаешь, о чем я мечтала все это время? Я мечтала поскорее остаться с тобой наедине. Твоя тигрица соскучилась. Хреновая тигрица. Ты вообще кто такая, а? А ты кто такая? Я кто такая? Я девушка-директор завода. А ты? Чё, бля? Он что, совсем вкус потерял изменять меня со всякими шмарами? Ну, он же с тобой встречался. Встречается, во-первых, я его единственная и неповторимая. Слушай, единственное, ты вообще в курсе, что у него есть жена? Жена? Да. Этот козел когда успел все это сделать? Тупица, да. Видно по тебе. И еще у него есть дети. Теперь понятно, почему он не хотел, чтобы я в Павлодар приезжала. Конечно, ты же у него крайний вариант. Он с тобой ради командировки. За языком следи своим. В смысле, руки убери? Ты вообще кто такая, а? Не надо меня отцеплять, убери свои руки. Фу, убери свои руки. Ты вообще... Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Это же кабинет директора, да? Да, что, не видно, что ли? И вообще стучать учили вас или нет? Вообще-то это кабинет моего мужа. Приехали. Это овца Шмара, с тобой все понятно. Сколько он бухал, чтобы жениться на тебе? Слушай сюда, коза драная. Вы вообще кто такие? Я его девушка, а это Шмара, его любовница. В смысле Шмара? Кто Шмара? Ты вообще-то Ты Шмара, Шмара. поняла? Ты Шмары, Шмара. заткнулись обе! Кто такая Слушай, рот сюда. затыкать? Эй, ты как со старой женщиной разговариваешь? В смысле со старой женщиной? Руки убери, ты вообще кто такая? Чучело огородное! Ты вообще видела? А ты Ты вот это вот видела? Вот это вот видела? Слушай,
Этот ладно хотел выпендриться перед девушкой, что он директор. А ты куда лезешь? Что, тебе денег нету до гостиницу? Хочешь, я дам? А? Не, Баке, просто там такая Ты ситуация. заколебал, хватит меня Баке называть. Жалгас Алиханович. Тупица. Тупица. Всего только время. Еще одна такая ситуация, я тебя уволю. Понял? Понял, понял. Все, ты уволен, иди отсюда. Я тебя сейчас уволю. Я тебе что сказал? Пусть ходит, работает. А из-за тебя чуть не развелся. Ну, главное, не развелись же. С тебя шуба. Как шубу? Вы же взяток не берете. Это не мне. Жене. Я должен извиниться за ваш косяк. А я тут хожу, хвалю вас, а вы подставляете меня. Иди покупай шубу. Сейчас же лето, зачем шуба? На зиму. Говорят, этой зимой тепло. Да будет. хватит отмазываться, иди. Асен? Бар, кыздардың шашын жина. Я бар. Хорошо. Давай, 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 активнее, активнее. Ё-моё, ну, Карстер, в натуре, говорят, оказывается, собака, ништяк залетает. Легкость кішкене, жесть. Комедия. Я вот давно хотел спросить, ты вот этот пиджак хотя бы дома снимай? Почему провонял же уже? Я боюсь, что украдут его. Кто украдет? Я, что ли? Мы вдвоем живем на хате. Ты че, контраст с медиа? Я Кана чуть не понял. Че за хмылка нездравая? Ты что, метишься на мой пиджак, что ли? А? Стырить его хочешь? Я стырить твой пиджак? Не, медиа, я понимаю, он красивый, да? Он охуенный, понял? Да успокойся, что ты за пиджак теперь будешь базарить, что ли? Он пошел. Медиа, я вот давно... А садись, смотри, кто звонит. Хорошие новости звонят. Имамбечо со своей хорошей идеей, ты понял? Давай, бери. На громкую сторону. Алло? Салам, пацаны. Валейкум ассалам, Калайсный, роднуля. Слушайте, я все еще одушевлен вашим подарком. Прям все классно. Родной, от души, ой, ё-моё, Тамырчик мой. Только для тебя. Джигитер, после вашего подарка у меня идея одна появилась. Че, давай, говори. Дверь. Да, я думаю, нафиг мне все это надо. Завод это не мое. Я творческий человек. В смысле? Я сегодня сразу после вашего подарка написал заявление. Конечно, они меня долго уговаривали там. Я, короче, лечу в Алмату. Подожди, нахрена в Алмату? Ну, музыкой заниматься. Можно сказать, вы мне дорогу открыли. Респект вам, пацаны, за такой подарок. Спасибо. И я номер телефона поменяю, потому что с завода будут звонить, отговаривать туда-сюда. У меня желания нет. Имамбек, у нас, короче, с медией, просьба есть. Мы же тебе... Подожди, он сбросил. Сбросил, да? Бля, Кана, перезвони. Я перезвоню. Быстро Я перезвони, перезвоню, срочно, я ё-моё. перезваниваю, смотри. Медиа, это получается мы только что Кайрина 3 миллиона всосали, да? Ёб твою мать! Изначально чай-то была идея ему музыкальную аппаратуру купить, а? Слышь, Медиа, ты прежде чем предъявлять свой вонючий пиджак сними, но иди поедь же. Мой пиджак не трогай, я про твою конголу молчу. Чё ты его сам не снимаешь без кота, а? Чё не снимаешь? Ты знаешь, что я не снимаю, блядь, у меня лысина, блядь, у меня из-за этого комплексы. Это твои проблемы, понял? Рот закрой, так что... Ну, рот закрой, блядь, сам закрой, рот закрой. Чипсы с чем у тебя? Сметана, лук. Дай похавай. Жанна, ты прости меня, хорошо? Я все испортил, блин. Да не переживай ты так. Я все понимаю. Не, ну эти истерички. Одна заявила, что твоя жена. Вторая говорит, там есть дети, еще и приемные. Я думаю, когда ты успел? Да я просто хотел перед тобой показаться директором, понимаешь? И это как-то не получился. Так вот. Ужас. Все, что не делается, все делается к лучшему. Мы на самом деле перегуляли. Мне не важно, кто ты, простой инженер или директор, кто твой отец.
Я знаю, что в этой жизни ты всего добьешься. Ты должен знать. Я люблю тебя за просто так. За то, что ты есть. Все ясно. Что можно сделать, чтобы забыть о девушке? А? Найти другую девушку. Логично же. Где ее, мой? Может, целыми днями на заводе, братан? Давай с этого начнем. Красавица завода. Или ты что, боишься ее? Если конкретно ее, да, конечно, боюсь ее, мой. Нашему мастер-шефу скажем, ну типа мы бывшие источники. Он же тупой, он поверит. Босс. А что тебе надо? Я бы с тобой погуляла. С одного удара вырубает. А кто ее брат? Я?